Так, ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 28 мая 2022 года, 20 часов 55 минут по Берлину и 21:55 по Джохару, соответственно. Приветствую вас, друзья. Решил тоже сегодня записать стрим. Так, приветствую вновь прибывающих. Друзья, как обычно, в связи с войной в Украине, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сводка за сегодняшний день. За сегодняшний день, на сию минуту, на 28 мая, цифра уничтоженных оккупантов в Украине достигла 30 тысяч. За сутки прошедшие уничтожено больше, чем обычно. Обычно 100-150. Разные дни по-разному, конечно, бывало и больше. А сегодня за сутки уничтожено 250 оккупантов. Это плюс к вчерашним. И цифра составила 30 тысяч единиц. Итак, уничтожено 1330 танков. За сутки прошедшие уничтожено 8 танков. Боевые бронированные машины уничтожено 12 штук. Общей сложности бронированных машин, БТРов, БМП и так далее, 3258 штук. Артиллерийских систем уничтожено дополнительно 5. Общая цифра 628. РСЗВ 203 штуки, 2 уничтожено. Так, 93, как и вчера, засобы БПЛЛ, анти-аircraft, противовоздушные системы, да, получается, самолетов уничтожено 207, 1 сбит, вертолетов сбито 4, БПЛА оперативно-тактического уровня 503, ни одного не сбито за сутки, крылатых ракет сбито 1, всего 116 их сбито, лодки военные корабли 13, их также осталось, как и вчера, 13, автомобильная техника и автоцистерны 2226. Ни одной автомобильной техники не уничтожено. Спецтехники также больше ни одной не уничтожено, их также осталось 48 единиц. Наибольшие потери противника за последние сутки наблюдались на Авдеевском и Криворивском направлении. Российский враг понес наибольшие потери вот в этих направлениях. Бей оккупанта, вместе мы победим, наша сила в правде. Удар по оккупанту, победим вместе, наша сила в правде. Сообщают нам вооруженные силы Украины. Так, поставка оружия происходит медленно, не так, как бы хотелось. В НАТО все-таки появились разногласия разного рода. И в том числе высказываются такие предложения часть Украины отдать России там, и так далее, и так далее. То есть некоторые товарищи из Европы чтобы их никто не беспокоил, готовы пожертвовать украинскими землями. Этому удивляться не стоит, украинцы. Я к вам обращаюсь. Когда воевали мы, нас весь мир также предал. Также хочу напомнить, что когда начиналась революция в
это при том, что Украина стремится в Европу, что разделяют одинаковые ценности и так далее, и так далее. Спасибо за подарки, спасибо большое. Так вот, когда началась война в Сирии, помните, там демократы вышли первые протестовать против режима Башара Асада сперва, как и в Украине. Сперва молодежь вышла, их там побили, потом больше людей вышло, потом их там расстреляли, и вот так все завязалось. И в Европе все поддерживали вот эту оппозицию и так далее, и так далее. Но когда все это начало затягиваться, все отказались помогать сирийцам, и им ничего не оставалось, как самим бороться против режима Асада, которому помогали и русские, и иранцы, и другие товарищи, по всей видимости, тоже им помогали. Но, грубо говоря, не надо расстраиваться, конечно же, это неприятно, и меня это самого расстраивает, что такие проблемы возникают, и мне, знаете, иногда хочется, чтобы каждый, кто так себя ведет, испытал на своей шкуре просто то, что сейчас испытывают украинцы, и то, что вчера испытывали мы, например. Поэтому мир суров, мир безжалостный, к большому сожалению. Но мы должны понимать, даже если вам никто не помогал, украинцы, вам бы пришлось все равно сражаться за свою землю, если вы не хотите стать подхолопными товарищами. Ну, но это плохое, это как бы немножко дегтя. А так дела идут хорошо, русские несут колоссальные потери, войну никто не поддерживает, эту войну Путина, и их не поддерживает. Ну, все бы хотели сейчас наладить отношения, чтобы приторговывать украинскими интересами ради своих. Таков мир, к большому сожалению. Но на стороне Украины выступают люди и в той же Европе, тут в этой же Германии, в той же Франции вас поддерживают, конечно же, очень серьезные люди, очень уважаемые, авторитетные люди вас поддерживают. Ну и самое главное, вас поддерживают Англия и Соединенные Штаты Америки. Это очень важно, очень-очень, и оружие вы получите, ленд-лиз есть, да, нужно еще продержаться, нужно еще потери, к большому сожалению, понести еще большие потери, но вот через, видимо, своих агентов влияния, через своих завербованных агентов, к большому сожалению, получается у Гибни, у ФСБ вести вот свою вот эту деструктивную деятельность и мешать помогать Украине. Но это, конечно же, не значит, что русские выиграют или там еще что-то. Это просто констатация, чтобы мы понимали, как что реально есть, чтобы у нас не было каких-нибудь таких иллюзий и там мы не обманывали себя ложными какими-то надеждами. Так, напоминаю вам, что мой канал, этот канал, находится на волоске висит, может быть в любой момент забанен, поэтому подписывайтесь на мой другой канал Аслан Арцуев в ТикТоке, также подписывайтесь на мой канал в Ютубе, Реалити называется, этот канал запрещен на территории фашистской России для вещания, нам всячески мешают, всячески препятствуют заниматься, доносить до людей правду. Ну вот, я этот стрим, как обычно, загружу в
на YouTube свой канал, и там тоже вы сможете посмотреть, тот, кто не увидит этот наш стрим полностью тут или захочет пересмотреть его еще раз. Итак, и еще одна новость по этому поводу. Я только что выложил видео в этом же ТикТоке и у себя на YouTube канале Реалити. 24 мая был убит чеченец Магомед Бессултанов на Теречном районе в Знаменском. Этот молодой человек проживал в Бельгии, по некоторым данным он был гражданином Бельгии, но вернулся на родину и пытался как-то обустроить свою жизнь и жить у себя на родине. Судя по фотографии, которую мы видим после его убийства, человек с большой бородой и, видно, религиозный парень. И такие религиозные люди у нас на учете стоят, и их прессуют, конкретно прессуют. Украинские специальные службы нам сообщали, что банда УФСБ и ее главарь во времена оккупированной Чеченской Республики Ичкерия Игорь Кочнев собирает данные, ФСБ собирает данные на всех тех, кто отсидел, обвинялся в разных преступлениях, в совершении разных преступлениях, и для того, чтобы отправить в Украину. И, по всей видимости, Магомед, как мне сообщают, по моим данным, Магомед Бессултанов отказался ехать воевать в Украину и нагрубил, да, и после этого завязалась перепалка, в которой был убит Магомед Бессултанов. Вот таким образом в Украину посылают чеченцев. Об этом мы знали, но вот убийство произошло в первый раз за отказ воевать в Украине, против Украины. Так мы знаем, что люди пытаются как-то выезжать, прятаться, чтобы их не призывали. Как мы знаем, первое место по потерям в Украине занимает Дагестан и Бурятия. Также погибшие есть в Чеченской Республике, временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. И всячески они пытаются, чтобы уменьшить потери своих русских, они собирают тут так называемых нацменов для того, чтобы они гибли на этой войне, на чужой войне, на войне против свободных людей. К большому сожалению. Так, давайте я почитаю ваши комментарии. Пишите ваши комментарии, друзья. Распространяйте наш стрим в социальных сетях. Привлекайте внимание к нашему сегодняшнему стриму. И давайте пообщаемся. Пишите свои комментарии. Так. Слава Ичкерии. Героям слава. Так. Мы, чеченцы, полностью поддерживаем украинцев. Слава Украине, слава Ичкерии. Ламба, говорит, Франция. Да, именно так. Пользователь Маштанхо поделился трансляцией с 10 и более друзьями. Ну вот, молодец, Маштанхо. Так, слава Украине и Ичкерии, тут нам пишут. Все правильно сказал. Так, Богданчик, приветствую вас, Богданчик. Так, вы можете писать что угодно. Тут прорусские, подрусские, подхолопные, фашисты, сами фашисты. И все равно я буду читать только как посчитаю. Правильно ваши вот эти фашистские выкрики. Я читаю все. Если я где-то что-то не прочитал, давайте поговорим. Читаю все, говорит. Так, ну давай. Тебя принимаю, давай поговорим. Если будет мат и оскорбление, ты вылетишь сразу же. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам.
Sördük hayır hudaş var moda olmuş. ده الوزي الهايويل هم داس ديك عشتو شو ديشتو. Elhamdülillah dik açtı. Hoşça olmuştu nokçi busul ne has sördük hayır. Nokuza nokçi bu söz versi bu maç son çundel şavkiyeti ve son yastı muhtabır diyordu. Поговорим на Мега русском, как говорится. да. Одним словом, брат, словом, Хасан, я тоже здесь, в Германии нахожусь уже 8 лет где-то. И как ты со стороны, не то что как ты, как весь мир, смотрю на эту войну, которая происходит в Украине, я тоже видел много войн, ну, хотя бы несколько. Но как Украине, весь мир, что помогал, и чтобы их поддерживали, такую войну я не видел еще. Если в нашу войну хотя бы 5% нас этот мир поддержал бы, наверное, уже в то время можно было бы что-то сделать. Но сейчас тоже не поздно. Но если мы очнемся, не то, что мы чеченцы, вообще кавказцы, закавказцы, по-моему, много людей обидела эта Россия. Сундер, я хотел бы просто один вопрос задать тебе, можно? Да, конечно, шо. И вот Ахмед Закаев, там другие вот наши ребята там, да, мы со стороны кадыровцев тоже, мы знаем, там есть, но там, которые со стороны кадыровцев, это 5%, это чисто его люди, остальные вот именно те, которые, как ты говорил, есть, как-то их туда заслали, есть, по разным причинам, это 100%. Это я знаю, и все знают. И здесь в Германии тоже, я вот сколько знаю, в Берлине наши чеченцы, кавказцы, украинцев поддерживают. Не то, что там морально, даже тем, чем можем. И будем поддерживать. Но сейчас вот наши тоже там есть, вот некоторые, они большой акцент дают именно на кадыровцев. И говорят только о них в основном. Почему они не говорят про наших ичкерийцев? Они же тоже там есть 3 батальона. Там есть еще кавказские ребята. Но что-то все затыкались на Кадырове, хотя этот Кадыров там вообще не был. Он 2-3 фейка выпускает, эти 5-6 дней его рекламируют. Если про него говорить, это значит его рекламируют. Хоть ты хорошее говоришь, хоть ты плохое говоришь. Но суть в том, что любой ты чат зайдешь, везде про Кадырова говорят. Это уходит бесплатная реклама для него, да? Почему А вот не говорят? Рамзан, те, слушайте. Рамзан, Меня Рамзан зовут. Веларё, это твой вопрос был. Веларё. Мне? Веларё, босс, идари хата. Да. Вот я вот хотел насчет Закаева, вот, других, как ты думаешь, вот они там нужны, и что они, какую роль они там играют? Нам стоит их слушать или не стоит? Вот это вопрос. Просто мы всегда вот там обходим все и прямой не говорим. Поэтому у нас все тянется, не ладится. Смотри, вот я Ну, хотел бы тебе именно, это именно сказать. потому, что мы обходим, пытаемся прямо не говорить, Не, я не начал именно мы с говорить. тобой. Я вообще Хиссо, говорю. я наоборот начал прямо говорить, Рамзан. Я прямо начал Вот я говорить, поэтому этот вопрос решил тебе задать. да, Баркалон, хата. На самом деле, да, абсолютно ты прав, Рамзан. Ну, сейчас украинцы поняли, они сейчас уже, по крайней мере, начали нас разделять, чеченцев и кадыровцев. Но при всем при этом остается такая ситуация, когда говорят про кадыровцев, и такое О, впечатление, что воюет не русско-украинская война, а да. кадыровско-украинская война возникает. Об этом Да. много мы говорили, Рамзан, много я лично об этом говорил, да, Иман Кадыров, мы ведь не говорите все Вот время о общие Кадырове. войска есть, которые российские туда зашли. Из них 3% кадыровцы там, потолок. 3 не будет. Кадыров сам сказал, что их И там то, 3 да. тысячи. 3 тысячи. А если брать от 200 тысяч, это 1,5%. А если, Вот. если брать, там, сколько он, ну там, так и уходит. Если
исходить из то, Он сколько вот, там чеченцев, то и их подожди, там не 3000, их еще меньше получается. чисто его люди, потолок 100 человек там, чисто его люди, Ну, может, потолок 100, 100 может, человек. 200, может, 500 их. Но они не делают никакой Он не погоды. Там, может столько своих личных понимаешь? людей послать. У него нету преданных столько много людей, братан. Это вранье. Понимаешь? Столько много у него преданных людей нету. Ну, Преданные, понимаешь, что такое? преданных я понимаю, но есть эти другие, которые служат и под его началом, под Росгвардией Не, я служат. же говорю, именно преданные есть, которым он доверяет лично. Ну, их-то нет, наверное. Но речь не о них ведь, правильно? Речь идет вообще в целом о Да, чеченцах. И ну да. ты правильно говоришь, ты правильно мыслишь в этом направлении, что вот Кадыров был. Именно из-за того, что я начал говорить, что не надо, я и мои товарищи начали говорить Кадыров Мавиц, не говорить все время о Кадырова. Меня приписали к адвокату Кадырова, меня начали, ну вот эти, которые подхолопные, засланные агенты, которые тут есть, и начали всячески пытаться дискредитировать меня и моих товарищей. Поэтому а, нам нужно разъяснять украинцам, вот я этим сейчас и занимаюсь в данный момент, пытаюсь разъяснить, что чеченцы за Украину, что мы не против. И ну, уже, в принципе, Вот уже мы многие как можем поняли. быть против Украины? Как это вообще невозможно? Если так взять, у нас народ, по-моему, 70% через Украину прошли, жили там как-то, есть, ездили, жили, есть, много связей есть. Вот у нас примерно семьи, друзья семьи были 3 семьи украинцев. Они нам приезжали до войны, мы к ним ездили в Украину. И у многих были такие друзья. Еще помнишь, говорили вот, раньше говорили, до выселения какой-то война был, Советский Союз, что ли, украинцев там бил, там убивал. И вот к нам много женщин и дети приезжали, у нас жили в Чечне, украинцы есть. И вот говорили, с тех пор у нас дружба, да, с ними. Вот мои дедушка, они рассказывали мне. Да, и что, дуй, Рамзан, у нас много, когда был голодомор украинцев, там жило, Вот, осталось, вот там это время говорили. чекинились и живут очень Мой, приличное количество. мой дедушка говорил, у них жили 2 ребенка, мальчик и дочка, и их мать. Они у них даже 2-3 года жили, просто жили, есть, а потом у них все наладилось, они уехали. И у Ага, многих ну, жили, говорят, тогда есть, много бедность. приезжали, именно в Чечне их приняли, понимаешь, эти семьи. И они поняли, что принимают. И уже другие тоже есть, вот такой же ситуации, которые есть, они много приехали в то время у нас в Чечню и жили они. Но в то время, видишь, вот эти интернеты не были, и у нас отцы тоже не любили своих гостей рекламировать кому-то, понимаешь, там. Это как-то вот улеглось, потом нас выселили в Казахстан, и это вообще исчезло как-то. Но это в памяти есть у нашего народа. Потому что я же не от себя это говорю. Мне же тоже это кто-то рассказывал. Да. Да, У нас вот давняя дружба, да, с ними? большинство. Совершенно верно, Рамзан. Мне кажется, Рамзан, у нас с тобой Я вот споров это никогда не было. спрашивал тебя, вот насчет, вот, который там, вот, Ахмад Закаев там, вот сейчас, он же тоже, по-моему, там, я слышал, он там разговаривал в Украине. Вот сейчас многие там. Вот помнишь, в 2014 тоже у нас поехали наши туда, потом как-то это у них остановилось, и там потом это остановилось, но во время этого много наших убили. Там, и, между прочим, очень много известных людей есть, именно нападений, терактов есть. И этого Айса Мунаева, да, в войне убили, после войны, а командир Цавирцега, еще одного. Украинка, жена у него тоже была. Акую, вот и Амина Акую убили, другие, их же не на войне убили, их же в перерыве убили. Вот сейчас тоже Нет, перерыв будет, если и может начнут наши убивать там Иса опять. Мунаев на войне погиб, Рамзан, на войне погиб. А? Амин Акулов.
Иса Мунаев погиб на войне. На Да, войне. он погиб. Но я говорю, Амина, еще несколько человек после войны, именно типа мирное время есть, им нападения делали там, ну, засады туда-сюда. Вот так несколько человек убили там. Да, да, Понимаешь? убили. 2015, 16, 17 года были такие случаи. И никто не знал, кто это делает. И украинцев убивали, понимаешь, таких известных. И наших убивали. Вот сейчас тоже наши поехали туда, начнется что-то, все они там засветятся, и все, дальше не будет, все, вассалам, все, дружба народов. Они дружбу сделают, а где наши останутся? Вот вопрос. Понимаешь? Потом что, начнут их ловить везде и отдавать России? Понимаешь, эта страховка должна быть, а там нету страховки. У наших даже там нормальных оснований нету сейчас даже находиться есть. У них даже нормальных документов нету даже сейчас там находиться есть. Нигде не утвержденные они, не подтвержденные. Они, Ну, можно все, кто сказать, сейчас нет воюет, такого. всем будут давать гражданство, сказал президент. Ну вот, давать будут, сказал, это сказал. А Не, вот, уже закон есть. Уже есть закон. не, если Рамзан, не то, я вот это стрим да, говорю. на улице стрим, вообще кредит, сум царельч, вообще там, иста, думаю, честь, Не, против, я не хочу ни о чем спорить. Да, это было. берес, масера, да, та боль, да, то. Давай, Адик. адекватно. Так, друзья. Так, Ичкерия, ассаламу алейкум, ассалам. Все, кто уехали воевать из Европы, их после войны обратно в Европу не пустят. Тут им не нужен никто, кто воевал. Так, ну это Ориджин. Ты только что говорил, что не надо, оставьте украинцев и русских, занимайтесь религией. А сейчас ты уже сам уже влезаешь в это и запугиваешь тех, кто едет воевать в Украину. Так что не придумайтесь. Так, Ирена тут зашла. Ирен, что я придумаю? О чем вы говорите, Ирена? Ну-ка расскажите, что я придумаю. Давайте, Ирен, заходите. Давайте, как сейчас вот Рамзан заходил, зайдите. Скажите, что я придумаю. Мне хотел... Оппонент мне нужен, если хотите пообщаться. Кадыров смотрит тебя. Бойся. Слава свободной Ичкерии, героям слава. Так, Натали, ты вчера, которая мне тут разное писала, это ты, да? Ты думаешь, вы как все должны кого-то бояться? Поверьте, мы не боимся. Я не запугиваю, они на всю подлость, на всю подлость готовы. Мегарду так. Original. Original 95. Почему у тебя 95 стоит? Ты признал русскую власть над собой и их номер, который они тебе дали? Слава Боснии, говорит. Боснии слава. Ну что, друзья, комментарии и кто бы хотел бы подискутировать. Заходите, давайте подискутируем. Так, спасибо за лайки, спасибо, распространяйте наши видео. Спасибо за подарки. Это нормально? Что нормально? Магашан. Магашан, если я вижу правильно. Что это нормально? Что нормально? Вы тут задавайте развернутые вопросы. Привет, вы молодец во всем, говорит. Дуже дякую. Привет с Харькова. Харьков, витаю вас. Приветствую вас. Сейчас идут бомбардировки. Вы рассказывайте, какая там обстановка. Кто может, пишите. Пишите. России слава, говорит Ахмат
Сила, говорит Ирена. Ирен, ну давай, заходи, давай обсудим, в чем Ахмат сила, расскажи мне, и в чем Россия слава, расскажи мне. Ну, я так понимаю, это Ирен с Германии, да? Приветик из Норвегии. Слава Украине, слава героям, героям слава. Ну что, учи- учите свою религию, оставьте их в покое, не лезьте, куда вам нет никакого спасения в судный день. Оригинал. Судный день нужно дожить до судного дня. И нужно дожить так, чтобы и дети, и внуки жили свободно, исповедовали свою религию свободно. Какую религию ты можешь в оккупированной стране исповедовать свободно? Не можешь. Поэтому, поэтому не надо религию куда угодно приписывать, пристегивать. Нет, дело не в религии. Дело в фашистах, которые живут в России и о которых нам нужно сообщать людям, чтобы люди знали, что фашизм это зло. Так, зачем врать, Вала? Вала, зачем врать? Тебе привет из Дербента, Наталья. Привет, Дербент. Привет. Привет, Дагестан. Наталья Пальма. Палм. Ну, не вижу я здесь. Отражается на фоне моей рубашки. Не видно комментария. Нечетко видно. Так, обстановка желает лучшего Украине. Но ничего, это вопрос времени, хотя будет нелегко. Да, к большому сожалению, сейчас вам нелегко, я знаю. Тримайтесь. Тримайтесь. Слава свободной Ичкерии. Героям слава. Спасибо. Слава Украине. Слава всем свободным людям. Мне кажется, ты не понял, с кем ты разговаривал. У Анзора спроси, он скажет. У какого Анзора? С кем? Я не понял. Я не понял. Ты не понял, с кем ты разговаривал. Так, друзья, ставьте лайки, распространяйте наше видео и пишите комментарии. Держимся, сдаваться и отступать опускать руки никак нельзя. Абсолютно с вами согласен, конечно же, конечно. Смотрите, если кто-то думает, кто-то будет вам рассказывать, что если Украина сдастся, там отступит, отдаст часть своей земли и там от нее отстанут, это неправда. Если же вы сдадитесь или не сдадитесь, будете оккупированы, и ваши молодые люди не будут гибнуть, ну, в этом вы тоже ошибаетесь. Ну, тот, кто это говорит, тот ошибается. Просто посмотрите, что произошло в Чеченской Республике. После того, как мы пережили геноцид, нам поставили такие условия, что другой работы нет, и люди просто для того, чтобы прокормить себя, да, идут служить фашистской России, тем, кто их вчера убивал, и их отправляют на новый имперский войн. То же самое произойдет и с украинскими молодыми людьми, если, не дай бог, Украина не выстоит. Так, Ирен, ну ты зайди давай, заходи давай, поговорим. Расскажи, какая ты русская патриотка. Расскажи. Или ты только вот такие левые видосики и левые комментарии писать только способна. Ну, зайди, расскажи, в чем величие твоей страны,
чем ты видишь силу Ахмада? Зайди. Слабо? Есть здесь кто-нибудь, кто за имперскую Россию, кто против Украины? Ну, есть смельчаки пообщаться, подискутировать. Нету? Нету, вот так всегда. Вот так всегда. Ичкерия топ. Андрюхиш. Так. Ну, давайте я вам тогда почитаю нам немножко новостей от Генерального штаба Украины. Так, на 18 часов 28 мая 2022 года. Оперативная обстановка. Видео. Так. Это видео продолжается 94-й день героического сопротивления. Героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению. Ситуация на Волынской и Полесской областях. Здесь с перевода через Google Chrome, поэтому, может быть, будет немножко отличаться от украинского произношения. Областях остается без существенных изменений. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по охране белорусско-украинской границы на ротационной основе. Группировка усилена подразделениями бригад внутренних войск МВД Республики. Угроза ракетных и авиаударов по объектам на территории Украины сохраняется. В целях обеспечения усиления административного, полицейского и контрразведческого режима в Республике Беларусь до 31 августа 2022 года вводятся временные ограничения на въезд и пребывание на границе с Украиной. Брагин, Лоев, Хойники и Гомельской области. На северском направлении, чтобы предотвратить переброску наших войск на другие угрожающие направления, российский враг удерживает войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Российский враг ротирует часть подразделений и улучшает инженерную технику районов концентрации. Российский враг 4 раза обстрелял из минометов позиции подразделений пограничной службы в районах населенных пунктов Средняя Буча, Старые Вырки, Зноб, Тубичевская. Кроме того, оперативно-тактический самолет из воздушного пространства Курской области обстрелял ракетой гражданский промышленный объект в Сумской области. Для прояснения позиций наших войск российский враг провел авиаразведку с помощью БПЛА в Черниговской и Сумской области. На Харьковском направлении подразделения противно концентрируют основные усилия на удержании занятых позиций и недопущение дальнейшего продвижения наших войск инженерной техники позиций в районах к западу от населенного пункта Козача-Лопань. Идет ход. На Славянском направлении группировка российских войск противника принимает меры по возобновлению наступления в некоторых районах. Противник продолжает перебрасывать оружие, военную технику и другие материальные ресурсы с территории Российской Федерации и Купянский район Харьковской области по железной дороге. После проведения разведки с беспилотных летательных аппаратов, обстрела артиллерии позиций наших войск населенных пунктов Новая Дмитровка, Великая Камышуваха, Довженко, Дибровка нанесла удар вертолетами в районе Довженки. При поддержке артиллерии российский враг пытается развить наступление, действуя в районе населенного пункта Пасека. Безуспешно отступил.
безуспешно, то есть, и отступил. На Донецком направлении российский агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Сиедонецком, Бахмутовском, Курахевском, Авдеевском направлении. Основная цель – окружить наши войска в районе Лисичанска и Северодонецка и выйти на административную границу Луганской области. На Лиманском направлении, на захваченных границах, в населенном пункте Лиман сводятся подразделения российского врага. Штурмовой самолет нанес 3 авиаудара близ села Дуброво. На северодонецком направлении российский враг при поддержке артиллерии возглавил наступление в направлении Боровского. Понес потери, отступил на занятые ранее позиции. Проводит разведку района с целью выявления, подавления элементов системы залпового огня подразделений сил обороны Украины. На Бахмутовском направлении российские захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическую обстановку в районах Камышуваха и Новолуханского. Бой продолжается. На Авдеевском направлении российский враг нанес интенсивные артиллерийские удары по всей линии соприкосновения. Бои продолжались. Штурмовые самолеты поразили в районах Авдеевка, Веселе и Камянки, в Курахаевской, Новопавловской и Запорожской областях российский враг провел контрбатарейный бой и обстрелял наши войска. На южно-букском направлении российский враг концентрирует свои усилия на поддержании оккупированных границ. 2 крылатые ракеты с ракетами военно-морского базирования «Калибр» были готовы к применению в Черном море. В результате наступательных действий подразделений сил обороны российский враг понес потери и занял оборону на неблагоприятной границе в районе Авдеевка, Лозовой, Белогорки в Херсонской области. Бой продолжается. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибузье, Посад-Покровская, Благодатная, Осакировка, Нововоронцовка, Новоалександровка и другие. С помощью зенитно-ракетных систем С-300 враг продолжает наращивать систему ПВО. Верим в ЗСУ, вместе победим. Слава Украине! Героям слава! Так. Привет, как дела? Все хорошо, спасибо. Наш народ все преодолеет, и пусть никто даже не надеется, что мы отдадим свои территории кому-либо. Так. А за Украину хочу, чтобы Украина выиграла, но те, кто там воюет, у них нет никакого джихада там. Так, ладно, хорошо, нет джихада, оригинал, я тебя понял. У тебя 95-й регион, и понятно, что ты за Россию и под Россию. Поэтому все, можешь идти и делать намаз, иди. Время уже. И заодно там вспомни Кадырова. Эта война затяжная. Ну, как сказал Дудаев, Россия умрет, когда зайдет украинское солнце. Мы не отступим. Дай Бог, дай Бог. Слава Украине, живе Беларусь, Ичкерия будет свободная. Героям слава. Абсолютно верно. Абсолютно с вами я согласен. Так. Сами вы работаете, не спецслужбы. Почему? Мы не сказали, что ты работаешь на спецслужбы. Ты, по-моему, провалился, прокололся. Сега дек джихад даца, ногчи хирду и походу. Ца бог хирдука. Усагат те шо. Дудаев был прав. Да, Дудаев был прав. Абсолютно верно. Так. Дудаев сказал, Россию поставят в строй мировое сообщество. Или вообще Россия вообще не будет.
Тут какой-то Калибри сообщает, что по старой русской традиции а, пленных азовцев пытают по старой русской традиции нечеловеческим способом. Но ничего другого от русских фашистов ожидать не приходится. Наверное, так будет всегда, пока будет фашизм. Этот фашизм должен быть остановлен. Да, манкурты налетели. Ночью 95. Ночью 95. Адахкан духуак. Кадыровцы воюют только с женщинами. Кадыровцы воюют только с превосходящими своими силами. Манкурты налетели. Так, Джахар Дудай видел на 20 лет вперед. Вася, добрый вечер. Добрый вечер, Вася. Так, давайте, собирайтесь, ставьте комментарии, распространяйте наш стрим, ссылку на наш стрим. Распространяйте наш стрим в социальных сетях и в ваших группах. Вот, Мартанхо. Дейли салам, маршал Холь. У меня к тебе вопрос. Да, задавайте, я сижу, жду ваши вопросы. Маршал, дорогой году, маршал. Так, поделился трансляцией. Вот. Делитесь. Молодцы. Ассаламу алейкум. Как тебе так шло, когда ты бритый? Ты меня провоцируешь, да? Вчера пересмотрел свой стрим, где мне там парень говорит, тебе борода идет, и я как с цепи сорвался, начал там ему говорить. Потом сижу, думаю, вроде человек хорошее сказал, а по меня понесло просто это. И ты тоже меня сейчас провоцируешь. Я решил теперь халифат поддерживать. Все халифатчики стали демократами. Вчера меня из религии выводили, решали меня, ты мусульманин я или не мусульманин, только из-за того, что есть у меня борода или нет, только лишь из-за того, что я демократ или нет. А теперь все стали демократами. Теперь, а мне нужно как-то противопоставить всему этому себя. Так, Джакарда, сила. Да, ночью. Как ты относишься к абхазам? Очень хорошо отношусь ко всем, в том числе, конечно, к абхазам. А в чем вопрос? Почему такой вопрос, Вася? В чем дело? В чем дело? Ты говоришь, что ждешь вопросов, но не отвечай. Скажи, ты владелец канала антитеррор ЧРИ? Нет, я не владелец. Мне 100 раз задавали этот вопрос. Я не владелец. Я знаком с этим парнем, кто владеет этот канал. И я отвечал на этот вопрос много раз. Нет, я не владелец канала антитеррор ЧРИ. У меня нет вообще левых аккаунтов, у меня нет. Я открыто уже говорю и делаю. Все, что у меня есть, мои каналы, они связаны с моим основным каналом реалити. У меня все открыто. Даже у меня, если в компьютер они залазят, я так полагаю, они мне вчера стрим мне мешали проводить. Если они залезут даже в мой компьютер, они там ничего того, что я сказал в эфире, они не найдут. Нигде. Осетия и Абхазия являются Грузией. Южная Осетия является частью Грузии. Абхазия – часть Грузии.
которая как бы захотела отделиться от Грузии и стать свободной страной. И тогда был президент Шеварднадзе, матерый КГБшник. И чеченцы, и чеченцы начали помогать против Гибни, Шеварднадзе для борьбы абхазского народа. Но абхазы, уйдя от грузин, легли под Абхазия. Без сопротивления, абсолютно сейчас расслабившись, под фашистскую Россию. Вот этого я не могу понять. Так, work to working. Ты признаешь хадисы? Что за вообще вопросы? Что ты говоришь? И какое это имеет отношение? Я знаю, что есть хадисы, которые считаются достоверными. И я верю, что есть хадисы, это путь пророка, который был записан его сподвижниками или передан устами, и потом кем-то были записаны. Но также я знаю, что есть лживые хадисы. А хадисы, ты признаешь их, конечно, я признаю, что есть это трактовка той действий в той или иной ситуации, действий пророка Мухаммада, мир ему. И какое это имеет отношение, я не могу понять. К тому, что я сейчас говорю и делаю. Не знаю. Вот здесь. Original пришел. Он демократ. Какой он хадисы признает? Ассаламу алейкум. Алейкум салам. А я что, демократ, не могу быть мусульманином, что ли? Или не могу верить в разные хадисы, которые были при пророке? Вообще бред. Для того, чтобы меня дискредитировать, вы столько придумываете лжи, и после этого вы называете себя мусульманом. Какой ты мусульманин после этого? Сидишь же, врешь тут нагло просто. К тебе в гости можно приехать? Будем жигалнаш кушать. Нет, большому. Мы не признаем московские хадисы, говорит Астамбек Тутай. Вот с этим я согласен. С этим я согласен, да. Так, как ты относишься к сборнику хадисов Бухари? Я не читал этот сборник хадисов Бухари. Отстань от меня. Причем здесь это? Причем здесь сейчас? Я говорю об одном, ты сейчас все переводишь. На религию, хочешь мою акиду узнать там и так далее, и так далее. Ну, все ложь, что про меня говорят тебе, рассказывают, что я вот, видишь, один сидит тут, зашел за мусульман, тут так печется, и одновременно говорит, какой он там, он же демократ, он там это не признает, и лжет на меня публично, в присутствии нескольких десятков человек, он сидит и тут нагло лжет. Поэтому таких лжецов и эшбац, и вот эта ложь, я по-русски скажу, которую нам навязывают, я ее понял, осознал, причем я работал адвокатом и не понаслышке знал, что такое ложь, что такое преступный мир, что такое. Но когда я влез вот в эту политическую эту систему, я понял, что преступники, бандиты, это святые люди по сравнению с политиками. И вот ту грязь, которую на меня льют, ее еще будут много лить. И мне плевать, я вышел для того, чтобы разоблачать оккупантов и их пособников, которые убивают мой народ. А есть люди, которые отпускают бороды, инча Аллах, маша Аллах, и людей в огонь бросают. И вот такой же вот сейчас, который здесь пишет, за меня он тут публично говорит, это называется мусульманин. Поэтому work to working. Не пиши мне про религию, про хадисы, про Бухари, и не склоняй меня сейчас каким-то разговором, чтобы я сейчас на эту тему говорил. Религия отдельно, сегодняшняя тема отдельно. Мы занимаемся другими вопросами. Ты делаешь не на пути Аллаха.
Я считаю, что я на пути Аллаха. Я считаю, что если человек жертвует всем, что у него есть, ради того, чтобы помочь своему ближнему, любому, любой религии даже, людям, любому человеку, то я считаю, что этот человек на пути Аллаха. И как это нескромно может быть звучать, я в данный момент ничего не делаю ради себя, а делаю ради других людей. Поэтому я считаю, что я на пути Аллаха. А вот те, кто вроде тебя, которые говорят, что они на пути Аллаха, но преследуют цели разбогатеть, выслужить ФСБ, там, КГБ, занять какой-то пост в будущей Чечне, да, уже обсуждаются разговоры, кто будет президентом там, и так далее. Это просто, вот это не на пути Аллаха. Они уже преследуют свои какие-то цели. А у меня политических амбиций нет. Денег я не получаю даже от рекламы у себя на YouTube-канале. Мне давно монетизацию за то, что фашисты жаловались, отменили. Денег я нисколько не получаю. И мои родственники подвергаются пыткам, их настраивают против меня. Один из них, ну там много чего еще, много можно рассказать. Поэтому я считаю, что я на пути Аллаха. А тебя я считаю брехлом. А брехло мусульманином быть не может. Это сказал пророк. Это в хадисе. Как может демократ... Как может... Так, иди отсюда. Сейчас я тебя забаню. Бонжур из Бельгии. Новый подписчик. Машоваль. Бонжур. Тут тема политики. Да, о независимости Чечни. Да, респект аус Дойчланд. Религия отдельная тема. Вы чеченец? Да, я чеченец. А ты сегодня говоришь правду. Я всегда говорю правду. Да, алмула. Не значит, что я святой человек. Но поверь мне, я... Ладно. Да, мне просто было интересно, ты говоришь, что тот владелец канала твой знакомый, поэтому хотел узнать. Да, но ты спросил, это мой канал. Я сказал, нет, это не мой. Я так переживаю за украинцев. Джахар Дудаев и Гамсахурдия были правы. Да, Аслабек. Ложь это говорят, что в Украине джихад. Я, во-первых, не говорил, что в Украине джихад, а во-вторых, я считаю, что там джихад. Я никогда этого не говорил, но я считаю, если, ну, конечно, от намерения зависит, может, кто-то хочет стать там, поехать туда и стать президентом Ичкерии. Если борется против фашистов, которые убивали его народ, для того, чтобы помочь своему народу, то это, как это, человек жертвует своей жизнью, своим здоровьем, как это, не джихад. Мне тоже жалко. Хватит трепаться. Ахмад Псина, говорит здесь один. Ислам Али, как тебя там? Лиза Миллер. Халумаю тебя Богу. Дякую вас за подтримку. Пожалуйста. Так. Слава Украине, все будет Ичкерия. Алмула Асланбек, героям слава. Ассаламу алейкум, раматуллаху баракату. Вы в Германии, ищу земляков карачаевцев не встречали? Мне писал карачаевец, по-моему. Ну, я не знаю, где он, в Германии. Уже давно я с ним не общался. Знаешь, сколько еще сегодня эвакуировались украинцев в тюрьмы России? Так, вот этот фашист к нам зашел. Блокируй хейтера. Да пусть будут. Салам алейкум, брат. Сейчас мало кто правду говорит. Да, ва алейкум ассалам. И вот тот, кто говорит правду, я вот решил такой эксперимент поставить. Слишком много лжи вокруг Чечни, чеченцев, Ичкерии. И я решил поставить эксперимент, говорить правду. Какая бы тяжелая она ни была. Мне вот очень много вот этих симулякров, которые создаются разными группами. Это может быть турецкие спецслужбы, это может быть русские спецслужбы, может еще какие-нибудь. Это люди
думай, ну, если ты представляешь определенную страну и ее спецслужбу, то, наверное, ты будешь в первую очередь о них думать, да, и тебе ставят задачи, и ты выполняешь эту задачу. Это я начал говорить правду, я сперва думал, здесь все такие честные, порядочные, начал э, пытаться как бы приложить усилия, чтобы помочь в этом деле. Ну, как выяснилось, меня решили дискредитировать, меня попробовали завербовать, у них был компромат на меня, как они думали, что я, извиняюсь, конечно, за подробности, там какую-то девушку с девушкой там надругал ее, надругался, что ли, там, и так далее, и так далее. И мне это предъявили и сказали, теперь тебе надо работать на русских. Так как это все ложь, все, что они про меня говорят, до сих пор 99% было лжи, я послал к чертовой матери и пошел, написал в полицию заявление, что здесь российские спецслужбы предлагают мне работать на русских фашистов. Ну и после этого меня начали самого называть ФСБшником. Почему-то ФСБшник написал заявление на ФСБшника или ГРУшник, это работал на военную разведку. Речь идет о Саид Магомеде Кокиеве. Он о нем мне говорил, что вот они там и так далее. Короче говоря, я им не нужен был как свободный человек, который может отстаивать интересы чеченского народа свободно и ни от кого не завися. Меня решили сделать агентом. Но что-то у них пошло не так. Не знаю, откуда они взяли эту информацию, но речь шла об Аслане, адвокате из Москвы. И он мне так и сказал, ты Аслан, ты из адвоката в Москве, адвокатом работал и так далее. Ну, лоханулись, короче говоря, как обычно российские спецслужбы это умеют, они лоханулись, они раскрылись. Ну, я рассекретил это все. И все как в воду в рот, меня начали обвинять, что я это придумал. А я запись послал своему другу. И мой друг сказал, что у меня есть запись. И потом они сказали, что они не придумали, что я не придумал, что там 3 часа разговор был, в машине ехали, он мне рассказывал, я его так разводил на базар и с ним общался. И когда мой друг сказал, что у меня есть запись, он дал им послушать часть этой записи, и они ему поверили, и они сказали, что это была шутка, что ну, они до этого говорили, что я все придумал, что я тут обвинил незаконно там и так далее. Вот такие вот дела, друзья. Поэтому и против меня ведется, и вот всех, кого увидите, всех не могу, конечно, сказать, но многих, кого увидите, или это полезные идиоты, ну или же некоторые, точно я знаю, работают на российские спецслужбы, некоторые на всех работают, на кого только получится, да. Главное, чтобы в мутной воде разные спецслужбы могли через них ловить рыбку. Поэтому вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Защитники Украины борются за свободу Украины, чтобы не быть холопами и подхолопными. Да, Сабе. Брат, спасибо за ответ. Пожалуйста, ты ингуш. Это вопрос или утверждение? Конечно. Значит, до этого всю жизнь врал. Нет, не врал я всю жизнь. Не могу сказать, что я был всегда честен, но когда я выходил в эфир и говорил что-то, я ни разу не соврал. Ну, есть только неумышленно где-то мог я что-то ошибиться и так далее, сказать что-то неправильно. Умышленно я ни разу не соврал за эти 3 года, которые я веду вот эту деятельность. И это не нравится. И самое главное, я не просто не врал, я говорил правду, несмотря ни на что, и буду ее говорить, пока мой чеченский народ не получит свои права обратно. После этого я закрою вот этот
компьютер, свой канал и буду жить себе припеваючи, не участвуя ни в какой политике. Так, ого, у нас в Бельгии они есть. Так, слава Аллаху. Да, брат, я вас понял. Спасибо. А ты уволился оттуда? Откуда оттуда? Там таких красавчиков в плен взяли. Давида, химика, он свою землю защищал, а они глумятся. Не понял? Беларусь с вами. Живе Беларусь. Ви хороша людина, і справедливі. Дуже дякую, юзер. Я что-то очень вникла в это. Во что вы вникли, я не понял. Как ты думаешь, чем все это кончится? Кончится полным поражением России. Полным поражением России это кончится. Украина станет одной из ведущих стран, одной из ведущих стран в Европе. Россия развалится на несколько государств. Ну вот как-то так. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Ты давно уехал из Черноречья? Да, я давно уехал. Алейкум ассалам, я имею в виду Украине. Так, как ты думаешь, чем все это? Кто правду говорит, их вообще не любят. Да, ну знаешь, я знал, что так будет, конечно же. Правду говорить это не всем нравится, особенно в мире политики, где столько лжи. Но у меня не было другого выбора. Мой народ находился в тяжелейшем положении. Людей убивали. В 2017 году массово казнили около 100 человек. Каждый день обвиняли в разном исламизме, каратизме, терроризме, и людей убивали. Вот как вчера, 24-го убили вот Магомеда Бисултанова. Под разными причинами. Вы могли просто, ну вот меня можно было также убить, и в принципе они бы это сделали, если бы я не уехал. И вот, ну, вынуждена. Так. Я стал публично выступать, и я так подумал, если я что-то делаю, я могу делать наполовину, чтобы меня особо не замечали и так далее. Ну, многие делали наполовину и правду всю не говорили. И так, результата не добиться. Нужно говорить правду, какая она есть, как есть, чего бы это ни стоило. Я знал, что я подвергаю опасности своих родственников. Это была главная причина, которая меня долго сдерживала. Но потом я подумал, что если я хочу спасти чеченский народ, как бы это ни громко звучало, я должен без оглядки делать, и ничто не должно меня остановить. Ничто меня не остановит. И я принял для себя решение, что я буду говорить, что бы мне ни стоило, правду, как я ее вижу. Я ошибаюсь, наверное, я где-то делаю что-то неправильно, но я полностью себя отдал волю Всевышнему и доверился ему, и говорю, и делаю то, что считаю нужным. Благодаря тому, что мы делаем эту деятельность, Сулейман Гизмахмаев обратился ко мне, мы написали заявление. Игорь Хвостиков был такой главарь банды УФСБ по Чеченской Республике, временно оккупированной, который непосредственно убивал этих людей в 2017 году. Мы написали заявление, и нам удалось, Игорь Хвостиков перевели в Татарстан, главарем банды туда. И вот таким образом чеченцев перестали просто убивать. И много еще есть заслуг. Тот же
Ну, это только там косвенно, я имею в виду. Конечно, это не моя заслуга, но я прилагал усилия, как мог, говорил правду и рассекречивал все. Также, когда вот здесь в Берлине убили чеченца, мы вышли на митинги с товарищами и требовали признать это преступление политически мотивированным. После этого немецкий суд, Берлинский суд, признал это преступление политически мотивированным террористическим актом, за которым стоит правительство России, то есть Путин и банда ФСБ. А террорист, убивший Зелимхана Хангашвили, получил пожизненный срок без права обжалования, досрочного освобождения. И вот такие вещи мы делаем, будем делать, и это очень мешает. И они не говорят обо мне, также не говорят симулякры, чеченские симулякры, которые представляются там ичкерийцами, имаратчиками, халифатчиками, там разные, которые есть. Все, кто им реально мешал, они убиты. Все, кто им не подчинялся, они убиты. Не контролировался ими, они убиты. А все остальные спокойно себе проживают здесь, контачат, получают российские паспорта, ходят в посольство, некоторые получают российские паспорта, имеют контакты во временно оккупированной Чеченской Республикой. И российская сторона, и так называемые защитники чеченского народа, все начали одинаковую линию меня полностью делать вид, что меня не существует. Потому что связываться со мной бесполезно, запугать у них не получилось, купить, завербовать у них не получилось. И они вынуждены просто, стиснув зубы, терпеть меня. Ну, конечно, они не сидят без дела, они все время меня дискредитируют, все время называют меня там кем только они не называют, от самого последнего до самого предпоследнего они меня всячески пытаются. И вот таким образом фашисты запретили мои передачи на территории фашистской России, причем никому другому они не запрещали, если вы обратили внимание. Не запрещают почему-то другие каналы. Другие каналы раскручиваются, а мои каналы, мне постоянно происходят DOS-атаки, за меня уже заплатили деньги, меня хотят ликвидировать, ну там много чего. Пытают родственников и так далее. Причем, когда пытают моих родственников, об этом они даже не заявляют. Я это узнаю потом. А кого-то других пытают, их сразу показывают там. Это делается для раскрутки той или иной личности. Вот, ну, вот такого плана ведется работа. Я все понимаю, я понимаю, что меня пытаются маргинализовать, меня пытаются как-то дискредитировать во всех группах, где собираются там молодежь чеченская, там рассказывают, что я там враг мусульман, там агент ФСБ, агент Кадырова, ну, разное говорят, много чего говорят. Но, к большому их сожалению, мне плевать, что они говорят, что они там пытаются меня дискредитировать, и даже мне плевать, убьют они меня или нет. В смысле, ни моя репутация, ни моя жизнь мне не плевать. Но, несмотря на это, я просто не буду отступать от той цели. И вот сейчас парень, который мне сейчас прислал, он когда-то мне сказал, что тебя все равно они склонят к тому, чтобы ты делал, как они говорят. И я сказал, обмануть они меня смогут. Обмануть. Я простой чеченец, а чеченцы мы народ наивный, доверчивый. Но это до тех пор, пока мы не узнаем, что перед нами стоит мудак. А как только мы узнаем, что это лживый мудак, лицемерный мудак, то тогда больше нас не обманывают. И вот они
Вот он мне сказал, и я это в голове всегда держал. Обмануть могут, но сбить меня они не смогут. Мне уже 44 года, я состоявшийся уже человек, взрослый, все в этой жизни видел, просто все, да, от самого хорошего до самого плохого. Поэтому не получится. Да, они меня, наверное, убьют когда-нибудь, у них это получится, они как это делают? Нападение, там не получается, проходит время, через 3 года, через 5 лет снова они совершают вот эти, когда человек расслабляется. Но меня немецкие службы охраняют, конечно же, и в этом плане у меня как бы есть своя какая-то, всех деталей не буду вас посвящать. Короче говоря, что бы они ни делали, что бы там ни было, что бы ни случилось, я буду говорить правду. И буду разоблачать. И симулякры буду разоблачать, и фашистскую Россию буду разоблачать. Ну, довольно обо мне. Так, довольно обо мне. Давайте послушаем. Здесь мне вот пишет Кавказ. Ну, Кавказ, я тебе позвоню после стрима, я тебе сегодня наберу. Хорошо, я просто не набирал тебя. Наберу тебя, да, мол. Aslan idroş Moskoç doluştu tiyoya. Mak. Nanser sakaradılar iş уже no ahirler. Так. Баркался, вы новые люди, Ичкерии. Да, Баркал, Асамбек, Хуна, Баркал. Так. Можно что-нибудь, а то до сих пор предлагают добровольно уехать. Уехать через Дубай или через Баку. Куда уехать, Кобра? Я не понял. 24-го убили одного брата и где-то в начале февраля убили 19-20-летнего парня в СИЗО в Грозном. Да, Артур? А имя просто сказать недостаточно. Аслан, ты на правильном пути, Асланбек говорит. Баркал, Асланбек. А что это реально, имея атомные ядерные бомбы, потерпит крах России? Только холопы врут. Так, это уже было. Абсолютно с тобой согласен, Асланбек. Только холопы врут. Беларусь тоже оккупирована. Да, Беларусь оккупирована. Это правда. Я сегодня видос увидел. Кадыров говорит, Путин мой отец. А может, это правда, Бог? Да? Так, это было, это было, это было. Хахиль долшу потихоньку иш агенч буол шуха. Артур. Содек дабошу, потихоньку ошвац. Духедин да дабошу, бохр долшу. Связи социовелиоса. Камел бадиня верон. Аса американский байрак мечах карина хун. Йокч Европе. Американский флаг мне прислали из Америки. Вот этот большой флаг. Этот большой флаг мне прислали из Америки. Мои друзья. Мой друг мне это прислал. Так, Люда. Аслан, ты лучший. Слава Ичке, слава героям, слава, Люд. Спасибо. Ты просто не будешь рабом, как они хотят. Да, Ичкерия? Не буду. Комментарий выборочь. Не читаю я их выборочно. ويرجلوا دعك سين كوكازا حوار مو شوسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام мы отомстим, говорит Асан, да, мол. Так, видеообращение, видеообращение, я тоже с вами, куда топать? Так, Асан, ханяц, беш проблем, отель, халду, ханяц. Есть, есть проблем отель. Ну, я тебе после этого стрима, сначала почитай Аслан, пожалуйста. Читаю номер Киюса Аслан. Ахсун, напиши мне тогда. Можешь ты мне свой номер скинуть, я тебе напишу, когда закончу. Ну, когда же мы будем делать наши деньги? Делай деньги, как тебе, Макс?
Аллаха атту боль низ ноут аболчер. Эмин, эмин. Бех мобиль аслан, а пропуститин матч элер ас выборочная. Мегерду. Так, друзья, сколько мы уже в эфире? Сколько мы в эфире, друзья? Время показывает. Так, мы начали в 20:55. Почти 1,5 часа получается, да? 1:20 мы в эфире. Ну, давайте еще 10 минут, и потом можно будет. Где он? Ассаламу алейкум, алейкум салам. Псих. Да, смело, алейкум салам, с таким ником заходите. Да. Депортинг антуцер вин из практически цхаму дицендец. Для того, чтобы говорили, Артур, для того, чтобы говорили, нам нужна информация. Мы же не можем просто так говорить того, чего не знаем. Я, например, получил информацию об этом убитом парне. И что я знал, я распространил. Когда нет информации, а для того, чтобы не было информации, похитили его жену, его братьев, чтобы люди замолчали и не распространялись. Подлучи меня, гумадуй мокшмаш, оригинал. Не оригинал, ты сейчас будешь за религию говорить-то, с тобой неинтересно, да. Ты будешь опять врать, не надо. Не хочу я с тобой разговаривать. Демократ. Демократ, что ты говоришь, что вот я демократ и там, и все такое. Если я демократ, что сейчас все демократами стали? Что ты скажешь им тогда? Тут за халифат никого не осталось, все перешли за демократию. Это знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что людям абсолютно все равно. Людям все равно, что говорить. Главное, чтобы что-то говорить и привлекать. Нету четких каких-то своих позиций. Нужно, они становятся демократами, нужно, они становятся там имаратчиками, нужно, они становятся халифатчиками, кем угодно. Это, знаешь, или у людей не сформировалась своя точная позиция по определенному там вопросу, или же они кому-то подчиняются. Так, это кто у нас заходит? Ну, давайте. О, нет, Entschuldigung, не, не хочу я. Так, подождите. Там Сага, он чего? Сага, чего? Так, говорит, как обычно, Эйлер, говори, как обычно, Эйлер Багарбош, базарные. Врать я не вру, если врут, то есть же все доводы в Коране. Но ты только что при свидетелях солгал, сказал, что я демократ, поэтому не верю ни в какие хадисы. Ну, ты просто взял и ляпнул публично, ты же зашел, учите религию там туда-сюда. А что религия говорит в первую очередь? Быть добрым, созидать. Даже если я что-то плохое сделал, ты должен мне 100 оправданий найти, как бы ты их нашел себе. Но ты их не нашел мне. Ты сразу же начал на меня ходить. Сейчас хочешь зайти и говорить, не хочу я с тобой разговаривать. Вот еще один пришел. Что ты скажешь про Рубати? А тебе, может, не надо о женщине тебе говорить? Может, ты о себе скажешь что-нибудь? Я имел в виду, чеченцам не дают шансы Германии. Даже без дулдинга живут годами так. Да, я согласен с тобой, но посмотри, в каком состоянии мы находимся. Мы здесь поддерживаем связь с кадыровцами, мы одобряем разные радикальные вот эти вещи, которые нам закидывают. А у них по спецслужбам поступает информация, и они не спешат нам давать. Там есть причины, когда всегда есть какое-то всему объяснение. Например, я сразу же получил, сразу, как процедура прошла, год-полтора мне потребовалось.
Я получил позитив, меня признали, потому что я четко объяснил, ни с какой русней я связан не был, ни с какими фашистами я себя не запятнал в связях, и у меня никаких проблем не было. Вот почему другим не дают? Ну, это тоже очень много объясняет. Некоторые получают какую-то бумажку, первую сразу бумажку, и сразу бегут, едут в Чечню быстро, давно не виделись. Ну, это все узнается. Я не говорю, что здесь все делается правильно. Это тоже надо правильно понять. Нет, не все делается правильно. Здесь, как мы видим, есть и зарусские, и прорусские. Но при этом так, здесь еще тут пишет. Ну, она друг Кадырова, что тебе нечего про нее сказать? Мне кажется, мужчине не стоило бы сейчас говорить о ней. Тебе не кажется? Ну, или не мужчина может это сейчас обсуждать, что кроме нее нет никого. Или ты не знаешь, где она живет. Может, ты сам ей напишешь, позвонишь, съездишь. Ты считаешь, что тоже слухи распространяются разными там ублюдками, что я там с Рубай, это что я такой же, как Рубайт, я уеду и так далее. Я Рубайт узнал здесь, на митингах я ее узнал. В отличие от вас, которые не ходили на митинги, я ходил, и там я ее узнал. И все, что я знаю про эту женщину. Почему она уехала, я не знаю. У нее рак, я знаю. Она была на суде у Хангашвили по делу Хангашвили. Я вас всех призывал. Убили нашего брата мусульманина, защитника, воевавшего против России. И никто из вас туда не пришел. Она приходила туда, я ее видел. 1 или 2 раза она там была. При всем при этом у нее онкология, она лечится и так далее. По какой-то причине она поехала домой. Я не знаю. Но вот посмотреть вот эту всю кашу, которая здесь есть, вот эти симулякры, имитация деятельности, что халифатчики, имаратчики, ичкерийцы и так далее. Она, видимо, насмотрелась и по какой-то причине поехала. И теперь мне нужно, вот ты сидишь, мужчина, называешься себя, ты мне предлагаешь что-то про нее сказать, чтобы это вырвать, там, растаскивать, еще что-то делать. Мне кажется, это не мужская позиция. Сагвал позиция рицунис. Бешвал сагую, он ахчут позиция рицун. Рубает ее чир. Боишься, что ли, сам со мной говорить? Ну, оригинал, давай, считай, как тебе приятно. Да, имба, да, брат, и в Европе все врут. Срубайте все бы, она не говорить. Так. Но это правильно, что она перешла на их сторону. Неправильно, конечно. Конечно, неправильно. Я столько говорю, делаю, и вот ты заходишь и сейчас о ней начинаешь говорить, и правильно, неправильно говоришь мне. Если бы я считал бы, что то, что она делает, правильно, я бы, наверное, здесь не сидел бы. А если бы я так не, я обманывал бы вас, я бы не признался бы вот на этот вопрос. Зачем ты задаешь эти вопросы, я не могу понять. Кто она и что она делала? Ничего она не делала. Обычная женщина, которая... я не мужчина, говорит, а женщина. Ну, тогда тебе скидка немного. Я один раз тоже был на этом суде, где судили этого преступника в Берлине. Да, Самек? Я, наверное, когда меня не было, наверное, да? Потому что мы тогда с тобой не виделись. Кто преступник, говорит? Преступник. Но он имеет в виду, когда судили этого Вадима Красикова, путинского террориста, путинского ублюдка. Так, друзья, тогда наш стрим заканчивается тогда, наверное, да? На этом я завершу наш стрим. Распространяйте наши видео, подписывайтесь. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль Маш